Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Дорогие зрители, я решил записать это видео как продолжение к тому стриму, который мы провели недавно с Русланом Габбасовым. Так получилось, что некоторые пункты, которые мы планировали, не вошли вот в этот разговор. Ну, потом и по комментариям было видно, что именно вот эти пункты людей интересуют, и я решил отдельно записать видео. Поэтому, кто не смотрел первую часть, ну, имеется в виду стрим мой с Русланом Габбасовым, посмотрите, кому интересно. Там, конечно, проблема со звуком, как раз вот по этой причине я и записываю сейчас один. Ну, короче говоря, мы с Русланом обсудили проблему башкирского языка. Как вы понимаете, вот этот разговор, он должен быть интересен не только нам, башкирам, потому что языки малых народов России, хотя, ну как малых, башкиры не такой и маленький народ, тем не менее, нерусские языки очень сильно на сегодняшний день страдают. Некоторые из них по тем самым критериям, параметрам ЮНЕСКО, возможно, на грани исчезновения, а может быть уже какие-то исчезнут вот в ближайшие годы. Итак, что еще мы не обсудили с Русланом? Я сейчас буду озвучивать некоторые пункты, которые вот были в комментариях. Кстати говоря, благодарю тех неравнодушных людей, которые пишут комментарии, поправляют, там ругаются и так далее. То есть они по-своему правы. В чем-то мы, возможно, рассуждая, не попали в точку, где-то, может, далековато ушли от темы, но вы, комментируя, подсказывая, задавая вопросы, вот помогаете нам двигаться в нужном русле. Итак, я зачитываю комментарии некоторые и отвечаю на них. Так, первый пункт был такой. Если умрет язык, умрет ли народ? Ну, кто-то в такой вопросительной форме писал, умрет ли народ, если умрет язык. Кто-то так утвердительно прямо говорил, что если мы не сохраним башкирский язык, мы умрем как народ. Вот, комментируя этот пункт, я отвечаю, говорю, что смерть языка не обязательно означает смерть народа. Ну, достаточно посмотреть на некоторые примеры из истории, прошедшей, недавней, потом из современных событий. Примеры тех народов, которые из-за обстоятельств оказались некими надязыковыми сообществами, диаспорами и так далее. Во многих городах Европы вы найдете евреев, даже иудеев, можно сказать, потому что евреи – это национальность. А если мы говорим иудей, это значит человек, который читает Тору, читает Талмуд, практикует иудаизм, да. Есть просто евреи, есть и иудеи по таким характерным одеждам, атрибутам одежды мы их видим. Так вот, в некоторых городах Европы, Америки, то есть США, ну и России тоже, вы можете увидеть, что евреи, оказавшись далеко от своей исторической родины, на которой многие из них не были ни они, ни родители, ни деды, так вот, оказавшись далеко от того ареала, где формировался еврейский народ, они стали надязыковым народом. Они уже не первое поколение говорят на немецком, на русском, ну, на азербайджанском, да, кстати говоря, на французском. Есть во Франции города,
где евреи живут даже где-то с 14 века. Так вот, на каком языке говорят эти люди? Они не знают другого языка, кроме как местного. Вот этот тезис, да. То, что они оказались вообще в другом сообществе, окруженные часто и даже враждебными там племенами, народами, они, конечно, утратили язык, но они не перестали быть отдельным народом. Они и позиционируют себя как другой абсолютно народ. Они этим гордятся. Вы не можете там обидеть их по признаку их вероисповедания, национальному и так далее. Вот, то есть вот кто-то, может быть, сейчас обидится, ты, Ишмурат, все время приводишь в пример там евреев, евреи. Ну, извините меня, ну ладно, поволжские немцы, если на то пошло. Вот как раз в наших краях были, да, такие немцы. Они не говорили на русском, в Казахстане были. И вот где-то там в сторону Сибири еще до недавнего времени сохранялись деревни, где жили немцы. То есть, возможно, они больше, чем евреи, утеряли, например, фамилии, имена, да, ну, как-то переписались, например, чтобы было удобнее. Язык уже давно они не знали. Но все-таки, как народ, они перестали существовать не сразу. Я имею в виду не сразу после потери языка. Потом еще такие программы репатриации существовали, когда Германия начала уже работать над возвращением вот этих немцев к себе. И этот процесс продолжается, кстати говоря. Многие из них вернулись, интегрировались, некоторые не интегрировались. Я таких тоже видел. Вот какой-нибудь, русский мужик с немецкой фамилией, но никак он не влился вот в это немецкое общество. Встречается он с друзьями из России, из Казахстана. Зная прекрасно немецкий язык, тем не менее они там гуляют по-своему, песни поют русские, да. Но вот кем они, в кого они превратились? В немцев? Нет, конечно. Немцами они не стали такими коренными. Но и русскими они тоже не являются. И это они прекрасно понимают. Ну вот, короче, вот этот процесс от перехода, от перехода из своей этнической группы в какую-то другую, это не легкий путь, чтобы вы знали. Только с потерей языка человек не становится тем, в ком он ассимилировался. Примеров можно было бы приводить много, но я думаю, вот этого объяснения достаточно. Идем дальше, да? Другие пункты тоже есть. Второй пункт, тоже многие писали, там меня знают как Ишмурат Хазрат, и часто вот в комментариях некоторые люди начинают ругаться на ислам. И часто некоторые, даже наши башкиры, начинают так нехорошо отзываться об исламе и говорить, что ислам, возврат башкир в ислам, это уже не сохранение языка, это арабизация, да? Вот это многих пугает. Это тоже абсолютно неверный тезис. И более того, смотрите, вот о том, что в башкирском языке много арабских слов, никому доказывать не нужно. Не нужно быть ни арабистом, ни филологом. Даже не надо быть человеком с высшим образованием, чтобы понять, сколько много арабских слов в башкирском языке. Насколько мог арабизироваться, он уже арабизировался. И заметьте, это же не только про башкирский язык. Все тюркские языки обильно впустили в себя арабизмы, и от них избавляться они не думают. Да, была там попытка, и она продолжается с турецким языком. Кстати говоря, вот я последний раз, когда был
в Турции обратил внимание на то, что продолжается процесс чистки турецкого языка от арабизмов. Ну, даже такие безобидные, казалось бы, слова. Не буду сейчас вам там голову забивать, не все же турецкий язык знают. Вот эти слова меняют на европейский вариант. Перспектив, например, объектив и так далее, и так далее. Хотя были и другие слова там из турецкого и арабского языков. Ну ладно. Но тюркские языки, казахский, узбекский, татарский, башкирский и другие, да, они когда-то щедро обогатили наш лексикон арабскими словами, насколько можно арабизироваться. Мы уже арабизировались с точки зрения лингвистической, и сейчас сидеть бояться, что вот усиление ислама – это арабизация. Очень рад был бы я, конечно, если бы вот башкиры, приняв ислам, принимая ислам, возвращаясь в ислам, если бы они переходили, многие из них, очень частично на арабский язык. Я имею в виду, был бы очень я рад, если бы вот мусульмане, которые на намазе из башкир, чтобы они чаще разговаривали на арабском. Но что в этом плохого? Почитайте биографии великих башкир. Прекрасно знали они арабский язык, когда ездили в гости куда-нибудь вот в нашу близкую Среднюю Азию, говорили со своими собратьями на арабском. Заки валиди дома, да, у них даже были дни, когда в какой-то день они говорят на арабском, в какой-то день на фарси и так далее. То есть ничего в этом страшного нет. Это обогащение. То есть человек, который помимо литературы на русском, башкирском начинает читать и на арабском, это прекрасно. Не нужно бояться, что какая-то якобы, да, бурная арабизация сметет там особенности башкир. Столько лет, когда башкиры были убежденными мусульманами, но плюс-минус были ахлюс саля, то есть людьми на намазе, ну на 100% плюс-минус. И что они арабизировались, что ли? Чего вы боитесь? Конечно, вот уже сейчас усиление ислама, увеличение количества мусульман среди башкир никоим образом такую тотальную арабизацию не принесет. Я надеюсь, ответил. Ну и опять-таки, если приводить примеры из истории, примеры народов, которые вот жили рядом с нами, чуть дальше, может быть, ну, куда больше в плане исламизации, чем какая-нибудь Османская империя. И что она? Турки что, превратились в арабов, что ли? Даже доказывать не нужно, да, или рассказывать, насколько сильным был арабский язык в Османской империи. И что, турки стали арабами? Да никак, ни разу. И много других таких стран, например, в Африке, которые арабский язык приняли в качестве государственного, в качестве второго родного. Там некоторые вообще полностью перешли на арабский язык, забыв свой родной, да. Но тем не менее они в таких полноценных арабов не превратились. Вот эти первые два пункта, немножко друг с другом связанные, обсудили, идем дальше. Там многие, кто слушал наш стрим с Русланом, ругались там, что за там, Ишмурат какой-то глупый оптимизм там вселяет в нас, надо быть реалистами и так далее. Но мой оптимизм это же не что-то питающееся из утопии. Мой оптимизм, он связан с жизнью. Поверьте, я про это много думал. Я и по специальности лингвист. И вот эти процессы зарождения, становления, развития, угасания, смерти языков, да, это мы изучали очень
много, долго и есть место оптимизму, исходя из того, что мы изучали. Еще раз я вам пункт напоминаю, и первый, и второй. Смерть языка – это еще не смерть народа. И возврат в ислам, исламизация – это не угроза языку. Вот эти два пункта мы уже только что подробно обсудили. Поэтому, да, этот оптимизм, он должен быть. Если мы хотим сохранить свой язык, мы должны смотреть на такие имеющиеся у нас ресурсы, что мы можем сделать, чтобы совсем уж не жить по пессимистическому сценарию. Да, кстати говоря, раз уж вспомнили про слово пессимизм, мне вот даже сам Руслан Габбасов и другие предлагали, а давай попробуй порассуждать как пессимист, да? Вот, предположим, не так вот радужно, как ты себе представляешь, что башкирский язык там какой-то новой жизнью заживет, что можно еще много чего исправить там и так далее. А скажи несколько слов как пессимист. Ну ладно, раз уж просили, я прямо сейчас и скажу. Если рассуждать как пессимист, и мы реально, действительно допускаем смерть башкирского языка. Хотя в это мне поверить трудно, я уже объяснил в стриме, почему. Лично я реально вот не представляю смерть башкирского языка в то время, как татарский еще живет, цветет и дышит, да, в то время, когда развивается казахский язык, он вбирает в себя новые термины, цифровизация казахского, узбекского, туркменского, азербайджанского, все это идет, и в это же самое время там народ-миллионник башкир сидит спокойно и наблюдает, как умирает его язык. Вот в это поверить трудно. Я еще раз говорю и озвучиваю, повторяю, буфер где-то в 40-50 лет у нас еще есть. Но, опять я уже эти оптимистичные мысли говорю, но если уж быть действительно пессимистами, тогда уже надо начать готовиться к тому, с чего у нас разговор начался. К тому, чтобы стать народом надязыковым, потерявшим свой родной язык и общающимся на каком-то другом. Если вы, допустим, в России живете, да, тогда на русском только. Если какие-то диаспоры появятся, диаспоры башкир там в США, тогда только на английском и так далее, и так далее. Тогда вот именно придумывать тактику и стратегию сохранения башкир как народа по образу вот этих еврейских, армянских общин в каких-то европейских, американских городах, тогда вот именно к этому и готовится сохранение нас как народа, потерявшего, утратившего свой язык, но тем не менее пока еще не забывшего, что они являются башкирами. Это вот если говорить про пессимизм, если мы хотим допустить такую мысль, что умрет башкирский язык, тогда уже вот прямо сегодня нам надо садиться и писать какие-то документы, планы развития жизни наших детей и внуков без башкирского языка, но все-таки со своей религией, культурой, традицией и горизонтальными и негоризонтальными связями. Так, и последний пункт, который я тоже хотел бы обсудить, он, в принципе, кстати, связан с предыдущими пунктами. Хороший вопрос, кстати. Для того, чтобы нам целиком и полностью не ассимилироваться, не потеряться как народ, например, не обрусеть полностью, какие еще барьеры существуют, кроме языка. Если вот до сих пор то,
о чем мы говорили, и то, что я сейчас доказываю, что язык это не единственный барьер и не единственный фактор, сохраняющий народ, какие еще есть барьеры против обрусения, там, американизации, может быть, и так далее, и так далее. Этих барьеров, дорогие зрители, несколько. Можно было бы про них много рассуждать. Этот барьер, например, религия. Кстати говоря, один из таких небольших мы с Русланом затронули. Это просто антропология. В некоторые народы башкир, скажем так, не впустят и не примут своими чисто из-за их внешности. Правда, это может продолжаться недолго, потому что в современном мире антропология это так себе, да, аргумент. Но все равно многие башкиры выглядят как азиаты, и при той ситуации, которая сейчас в России, ситуация, когда ну, какой-то дикий национализм, дикий расизм рулит в городах, в рынках, в магазинах. Я уже не говорю о каких-то там, о какой-то политической жизни, да? Когда вот такой дикий национализм рулит в России, представить, что ну, все башкиры из-за утраты языка стали бы своими, конечно, в это поверить трудно. Ну, про антропологию мы уже упоминали. Также религия. Как ни крути, даже далекие от ислама башкиры позиционируют себя мусульманами. Да? И это тоже сильный фактор. Тот фактор, который, с одной стороны, ну, делает вас своими среди единоверцев, собратьев, мусульман. И в то же самое время есть обратная сторона. Пока вы мусульмане, и есть в вас капелька какая-то чего-то мусульманского, вас не примут своими многие не мусульманские народы. Ну, еще большим барьером является, наверное, география. Да? Есть же знаменитые такое высказывание: география это приговор. Как ни крути, все равно большинство башкир, более 90%, ну 95, наверное, процентов, они все равно останутся жить там, где они живут. А Башкортостан с его Учелинским, Баймакским, Абзелиловским и так далее районами, но никогда он не станет Россией в полном смысле этого слова. Я не представляю, вот даже прокрутим вперед на 50 лет, представим, да, живет абсолютно такой обрусевший народ, на башкирском говорят только какие-то глубокие старики, предположим, и пусть даже вот, хоть я и мусульманин, но давай допустим такую мысль, что фактор ислама тоже упадет, то есть не будет так много мусульман, а по каким-то там причинам, ну, люди больше будут такими либералами, демократами, я не знаю, как их лучше назвать, не буду ругаться, но даже в этом случае представить, что весь Баймак, Абзелил, Училы и так далее, станет обычной Россией, какой-то российской глубинкой. Нет, я в это не верю. Поэтому барьеров против обрусения много, тем более у такого крупного народа, как башкиры. Но я думаю, вот недостающие элементы, которые с Русланом мы, может, не договорили, я надеюсь, вставил. Пусть это будет продолжением того разговора, который мы с Русланом начали и, возможно, не завершили. Но если у кого-то будет желание продолжить эти рассуждения, как-нибудь мы можем сделать еще один стрим. Иншаллах. Ассаламу алейкум.